Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Министр обороны Абхазии Владимир Хануа посетил с инспекцией командно-разведывательный центр управления разведки оборонного ведомства. Цель инспектирования – ознакомление с обустройством центра, жизнью и бытом военнослужащих, проверка состояния боевой готовности. К проверке также привлекаются заместители министра обороны, начальники управления, отделов и служб Минобороны и Генерального штаба. Я хочу сказать, что Министерство обороны является стержнем для всех силовых структур, входящих в вооруженные силы. Министерство обороны руководствуется в своей деятельности законами республики, руководствуется организационными указаниями главнокомандующего нашего президента, указаниями правительства Республики Абхазия, тесно взаимодействует со всеми силовыми структурами в интересах обеспечения безопасности от внешних угроз нашей республики. Планами боевой и оперативной подготовки, мобилизационной подготовки предусмотрено проведение боевых мероприятий, оперативных мероприятий, мероприятий по территориальной обороне совместно со всеми силовыми структурами. Я хочу сказать, что большое значение, конечно, имеет мобилизационная подготовка, мобилизационная составляющая нашей деятельности. В этой связи хочу сказать, что на это мы сейчас обращаем наибольшее внимание. Но мобилизацию невозможно провести без подготовки резерва. Резерв формируется за счет военнослужащих срочной службы, в первую очередь, которые отслужили срочную службу и получили воинскую профессию. Сапер, разведчик, связист, танкист, артиллерист. Без этого формирование резерва, который способен выполнить поставленную задачу, невозможно. Вместе с тем хочу сказать, что без патриотического воспитания, формирования наших частей и подразделений, которые являются штатными, также невозможно. Но патриотами не рождаются, патриотами становятся. Поэтому мы бы хотели, чтобы этому вопросу в нашем обществе уделялось больше внимания, особенно в школах, в детских садах, в высших учебных заведениях. У нас в настоящее время более 200 человек готовятся в нашем училище и в вузах Российской Федерации. Налажено тесное взаимодействие по данному вопросу. Я бы хотел, чтобы по прибытию их после окончания учебных заведений они все нашли достойное применение в деле укрепления обороны нашей страны. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обсудила с представителями госкомпании «Абхазберегозащита», УКС, МЧС, Госуправления по землепользованию и кадастру возможные варианты ликвидации последствий оползня в селе Беде. Как было отмечено на совещании, первым делом надо восстановить сообщение между селом и Ткварчалом и обеспечить жильем пострадавшие семьи. Репортаж Симы Аргон. Еще в январе в селе Беде Ткварчалского района из-за оползня пострадали 2 жилых дома и дорога. Она связывает 3 части села с городом Ткварчал. Это Беде-Ду, Агу-Беде и Беде. Ситуация ухудшается с каждым днем. Если раньше по дороге еще можно было пройти пешком, то теперь и это становится невозможным. Пару дней назад в селе побывала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Осмотрела место оползней и пообщалась с жителями. Министр поручила специалистам подготовить предложение по строительству временной объездной дороги. На совещании обсудили пути решения данной проблемы. Самыми главными задачами Кристина Озган считает необходимость восстановления сообщений между селом и районом и обеспечения жильем пострадавших жителей. Вопрос номер 1 – это пострадавшие. Соответственно, по ним у администрации есть предложение. Мы будем вносить, соответственно, в правительство предложение по этому вопросу. Второе, значит, это что мы делаем с дорогой. Нам надо принять грамотное решение относительно того, как обеспечить сообщение между селами и районом, соответственно.
Вот. И третье, это нам надо понять вообще, как мы собираемся изучать текущую ситуацию по движению, будем мы этим вопросом заниматься или нет. То есть ваше мнение я хотела по этому поводу знать. Ликвидировать последствия оползней сложно из-за неустойчивости почвы. На данный момент ползет более 15 гектаров земли. Образовалось несколько водоемов. Геодезистами были установлены маяки, чтобы определить, с какой скоростью уходит земля. В ближайшее время они приступят к более глубокому изучению ситуации. Но начать работы по ликвидации можно будет только после улучшения погоды. Это надо визуально посмотреть и куда воду погнать. Надо постараться в одну сторону, чтобы воду погнать, а не с двух сторон. Если в одну сторону, если сможем увести воду, оно лучше будет, чтобы с левой стороны тогда вообще оползень не становится, где это высоковольтное, и как бы постараться в правую сторону увести. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня предложил закрыть тот самый оставшийся пешеходный проход для безопасности, так как движение по такой дороге может быть чревато последствиями, тем более во влажную погоду. Там пешеходный проход обязательно надо закрыть, потому что там трещины большие, незаметные. Я сам попытался туда подняться, и видно было. И пока мы где-то в течение 40 минут там находились, и слышны трещины, она потихоньку... Да, она все равно движется. Из-за особенностей рельефа и оползней технику туда доставить будет сложно. Придется работы проводить вручную. Для этого будут привлечены как сотрудники МЧС, так и местные жители. Генеральный директор госкомпании «Абхазберегозащита» Гурам Харазия считает единственным выходом из ситуации на данный момент построить мост по правому берегу реки. Это будет временная объездная дорога до полного восстановления сообщения. В противном случае жителям придется добираться в объезд, а это 75 километров. На правый берег реки перейти, мост с одной стороны и выход с другой. То есть получается отсюда, где мы стояли, ходим направо, мост будет, потом будет дорога, потом обратно. То есть мы его объезжать будем. 100 метров. В эту оползный участок будем объезжать и смотреть, насколько оно будет перекрывать эту речку и расчищать его. Другого выхода я сегодня там не вижу. Из-за оползня пострадали 2 семьи. Они временно размещены у родственников и соседей. На совещании предложили возместить им ущерб. Сейчас задача геологов установить причины произошедшего и определить, какую работу предстоит провести, чтобы исключить оползни в дальнейшем. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган поручила службам в ближайшее время подготовить необходимые документы для предоставления их президенту страны. Сима Аргун, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Подходит к концу первая после длительного перерыва учебная неделя. Во всех школах республики постепенно привыкают к новым условиям. 15 февраля к учебе приступили учащиеся младших классов, а уже в понедельник пойдут в школу и старшеклассники. Наша съемочная группа побывала в 11-й средней школе столицы. Репортаж Сарии Кварацхелия. Дети очень внимательные наблюдатели, и от них правду не скроешь. Особенно, когда информация льется непрерывным потоком, и даже детские передачи рассказывают о новом вирусе. Очень тонкий и важный вопрос – как заговорить с ребенком о COVID-19. Учащиеся 11-й столичной школы сами завели разговор о коронавирусе. Мама сказала, что носить маску, чтобы не заразиться. Я просто сама боюсь коронавируса. Мама говорит, что носи маску с собой. Не снимай. Мы на перемене все сидим на партах и протираем парты. Потом играемся во что-то. Говорили там, что нельзя ходить в школу. А почему нельзя в школу? Чтобы не заразиться, да? Да. А у меня тут это обычные салфетки самые. Так, это антисептик. Ты так обрабатываешь ручки, да? Да. Это салфетки протирать парты. Я видел по телевидению то, что за день умерло 27 тысяч человек от коронавируса в Москве. Соблюдай все меры безопасности. Коронавирус – это плохая болезнь. Уже много миллионов погибло из-за него. После каждого урока протираем парты, пшикаем на свои руки антисептик. Мою руки. И мы отдельно сидим, чтобы не заболеть коронавирусом. Вот так выглядит школа в эпоху коронавируса. Нет общих перемен, маски стали неотъемлемой частью жизни, дети сидят шахматообразно по одному, на столе обязательны средства индивидуальной защиты. На входе проводится термометрия. Тех, у кого есть признаки инфекционных заболеваний, немедленно изолируют. С 8 утра мы начинаем прием детей после такой процедуры, как измерение температуры и обрабатывание рук.
Родители проверяют наличие у детей антисептиков, водички и салфеток для того, чтобы они могли протереть свое рабочее место. Это продолжается до 8:30. Урок у нас начинается в 8:30. В следующий раз мы принимаем детей уже во второй смене. Это с часу дня у нас начинается. Та же самая процедура. И рабочий день наш продолжается до 5 вечера. А было такое, чтобы вы возвращали детей, у кого-то была температура? С начала этого учебного сезона или года, как правильнее сказать, не знаю, нет. Если вдруг ребенок придет, будет температура, какие ваши действия? Мы вызываем родителей, которые находятся за пределами нашей школы, за входными дверями. И тут же в течение 10 минут мы, одев ребенка, отправляем домой. Если в одних школах родителям в учебное заведение вход запрещен, то здесь в каждой смене дежурят по 2 родителя. Они наблюдают за состоянием детей и помогают медсестрам у входа. Салфетки есть, санитайзер есть. А водичка у тебя есть? Да. Вот, все есть. Молодец. 11-я столичная школа малокомплектная. Здесь 260 учащихся. В начальной школе 104. Их разделили на 2 смены поровну, чтобы дети не контактировали друг с другом. За период пандемии из педагогического коллектива переболели 4 человека. На сегодняшний день, как вы уже обратили внимание, к сожалению, по классам было мало детей. Но это связано было с погодными условиями, так как наши дети в основном проживают в Яштухе и Верхней Ишере. И, по всей видимости, им трудно было добраться до школы. Классные руководители созванивались с родителями, они поставили их в известность, что, к сожалению, они сегодня не могут добраться к школе. Все необходимые предписания, то, что были нам даны с управления образования, мы исполняем. Я думаю, что коллектив нашей школы примет уже с понедельника среднее и старшее звено, и мы сделаем все для того, чтобы в школе была здоровая обстановка. Прошлись по классам, детки сидят в куртках, в шапках. У вас проблемы с отоплением? Вы знаете, скажем так, проблемы с отоплением я не могу сказать, что есть. Когда есть свет, печки работают. Но когда света нет, то, конечно, немножко становится прохладно. Но на сегодняшний день вы видите, какие погодные условия, а у нас центрального отопления в школе нет. То есть конвекторы пока не согрели помещение, скажем так, после долгого перерыва учебы. После первой смены во всех классах проводится влажная уборка помещения. А что касается пищеблока, как и во всех других учебных заведениях, здесь он тоже не работает. Кстати, глава Сухумской администрации Беслан Эшба и сегодня прислал булочки и соки в подарок всем столичным школам, в том числе и 11-й. Уже совсем скоро к учебному процессу будут допущены и ученики 5-11 классов. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 5000 учебников передал в дар Сухумскому лицею-интернату и Калдахварскому интернату помощник министра просвещения и языковой политики Абхазии, руководитель Ассоциации экспертов Департамента образования и науки Москвы Тимур Габечия. Это первая партия книг. Весной этого года Тимур Габечия планирует передать столько же учебников. В его планах систематически оказывать такую помощь. В МЧС Абхазии поступили новые комплекты зимней служебной униформы и снаряжения для горно-спасательного подразделения. Всего 35 наименований, в том числе ботинки, сапоги, веревки, карабины, налобные фонари, страховочные системы для спуска и подъема, для переправ через реки и альпинистских работ, а также каски и спальные мешки. Средства на приобретение данного снаряжения выделены из госбюджета. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии объявляет набор на вакантную должность водолаза. Приглашаются молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет с опытом работы. Желающие могут обращаться ежедневно с 9 утра до 18 часов вечера в ГИМС МЧС Абхазии на набережной Диаскуров. Телефон 921 22 17. Певец из Абхазии Александр Шоуа стал участником шоу «Точь в точь» на Первом канале. Первый выпуск шоу уже был в эфире 14 февраля. Александр Шоуа
перевоплотился в легендарного музыканта Рэя Чарльза и исполнил один из его хитов. Блестящее выступление нашего соотечественника вызвало восторг зрителей и получило высокую оценку жюри. Всего в рамках проекта будет 10 передач. Мы желаем Александру Шоу успехов и, безусловно, будем за него болеть. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, unchain my heart, cause you don't care about me. Unchain my heart, I leave me through a lot of misery. We need to carry that it is for me. So unchain my heart, please, and set me free. I'm out of your spell, like a man of the trees, baby. You know that well. So the trees, so unchain my heart. С улучшением погоды обострились проблемы с энергообеспечением, которые были и без того. В районе Сухумского рынка с 3 часов ночи четверга в домах не было света. Несмотря на то, что на место аварии сразу же выехали специалисты, устранить ее оказалось проблематичным. А в диспетчерской СОЭС в это время не смолкают телефонные звонки от горожан. Гугуца Вардания продолжит тему. Алло, СОЭС. Здравствуйте. На имама Шамиля там кабель поврежден, работают ребята. Да. 12 часов дня. Диспетчер в СОЭС с 9 утра уже ответила более чем на 1000 звонков. Если не звонит один телефон, значит через несколько секунд зазвонит другой аппарат. А их в диспетчерской 4. Кстати, звонят и на личный номер оператора. Всего в городском СОЭСе 4 диспетчера работают посменно. Это значит, что в течение суток на все звонки отвечает один человек. Как говорится, не позавидуешь. Да, кабель поврежден. По какой причине нет света и когда его дадут? В основном на эти вопросы пытается ответить оператор диспетчерской СОЭС. В четверг чаще всего звонки поступали от жителей района Сухумского рынка. Вчера ночью был поврежден кабель в районе рынка. В этот момент вызывается лаборатория, прозванивают, ставят машину и находят, где повреждения. Найти место повреждения на линии, обеспечивающей район рынка и близлежащие участки. В этот день электрикам было сложно. Авария произошла в 3 часа утра. С этого момента специалисты пытались устранить поломку, несмотря на то, что работать в таких погодных условиях сложно и даже опасно. А что с линией случилось? Повреждена линия. А причина? Выясняем. По словам специалистов, причина повреждения кабеля – максимально возросшие нагрузки на кабельную линию. Авария произошла на 12-м фидере, отходящем от первой распределительной линии Сухума. Этот фидер, как говорят специалисты, один из самых перегруженных в столице. С чем связана сама авария? Ну, прежде всего, наверное, это с максимально возросшими нагрузками, с погодными условиями. И плюс мы предполагаем во всяком случае, что с деятельностью этих мини-майнингов, которые расположены у людей по домам. За последние сутки в Сухуме произошло 3 аварии. На улице Гумская из-за перегруза обгорел и оборвался провод. Затем еще 2 серьезные поломки. Потом ночью где-то в час начала 2-го была кабельная авария, которую мы ночью тоже устранили. И к утру добавилась нам вот эта авария. То есть за сутки 3 аварии? И за сутки было у нас 3 серьезные аварии, которые мы сегодня последние думаем, что уже устранили. Это распределительный пункт номер 1, и связан он с подстанцией Сухум-1. Отсюда электричество распределяется на большую часть города. Однако этот пункт нуждается в ремонте. Оборудование старое, и оно с трудом выдерживает нагрузки. Вот почему специалисты не берутся гарантировать бесперебойную подачу электроэнергии. Гугуца Вардания, Инна Лугухава, Абхазское телевидение. В связи с ухудшением погодных условий и выросшими нагрузками на энергосистему страны все службы РУП «Черноморэнерго» переведены на усиленный режим работы. Как сообщает пресс-служба предприятия, во избежание выхода из строя оборудования на подстанциях будут вводиться временные ограничения при достижении критических величин нагрузок.
В районе сел Калдахара, Блабырхо и Мысра Гудаутского района из-за наледи на дорогах образовались заторы. На данных участках совместными силами ДРСУ и УЖКХ района проводится работа по расчистке автодороги. Сотрудники районной администрации совместно с сотрудниками ГАИ мониторят участки и организовывают движение. Сотрудники госавтоинспекции патрулируют все участки республиканской трассы Псоу-Ингур. Совместно с дорожными службами усилена работа по расчистке автодороги. Особо опасные участки из-за обильных снежных осадков наблюдаются в районе Верхней Шеры. Осложнено движение транспорта на подъезде к Мюссерскому повороту. Трасса заснежена и расчищается. На этом участке ожидается наледь. Произошедший сегодня утром камнепад на автодорогу в Гагрском районе расчищен. Беспрепятственное движение восстановлено. При ожидаемом образовании гололеда на покрытии пролетных строений мостов водителям рекомендуется пересекать мостовые сооружения автомобильных дорог с особой осторожностью. В связи со сложными метеорологическими условиями Управление ГАИ МВД Абхазии рекомендует всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем и ДТП. При данных погодных условиях следует по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделение госавтоинспекции, где им будет оказано всевозможное содействие. При необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора. Телефоны 222 51 17 или 002. Внимание, розыск! Просьба ко всем, кто видел или знает местонахождение Альберта Якимяна, сообщить в дежурную часть МВД по телефону 226 41 41 или на горячую линию МВД +7 940 920 20 95 сообщением на WhatsApp или Telegram Messenger. Альберт Якимян вышел из дома 6 января и по настоящее время не вернулся. Рост 175 сантиметров, среднего телосложения, одет в оранжевую дубленку. Теме взаимодействия правоохранительных органов Абхазии посвящен специальный репортаж, подготовленный нашим корреспондентом Аликой Трапш. Представители Генпрокуратуры, МВД и судебной системы расскажут об особенностях работы и о проблемах, с которыми сталкиваются. Смотрите репортаж Алики Трапш сразу после новостей, а сейчас небольшой отрывок из него. Связываем это больше с ухудшением социально-экономической ситуации в целом в стране, связанной с тем, что граница была закрыта, условия вот этой санитарной обстановки, пандемии. Вот это все-таки сказалось на рост преступлений именно в части хищений. Низкий уровень раскрываемости связан, конечно, со слабым еще материально-техническим оснащением органов внутренних дел. В организации оперативных подразделений также есть некоторые, трудности, и они тоже люди, их тоже коснулась эта эпидемия, и надо все-таки мы учитываем, что и там тоже было очень большое число заболевших, поэтому некоторые направления их сферы работы, они в этой связи немного, если можно так высказаться, пострадали тоже. И это тоже сказалось на итоговых цифрах. Сегодня в эфире абхазского телевидения состоится актуальный разговор с участием заместителя генпрокурора Абхазии Руслана Тыркьева, директора Центра социально-экономических исследований Олега Домения, депутата первого созыва Народного собрания парламента Абхазии, общественного деятеля Давида Пилия и замдиректора по научной работе НИИ Талисы Матуа. Тема разговора – общество и коррупция. С 22 февраля по 5 марта Абхазский государственный университет объявляет прием на заочное отделение по специальности электроэнергетика и электротехника для получения второго высшего образования. Прием будет осуществляться в рабочие дни с 10 до 14 часов. Наличие первого высшего образования обязательно. За справками обращаться в деканат агроинженерного факультета по телефону 223 10 11.
Вышел в свет Вестник Академии наук Абхазии за 2020 год. В издание вошли лучшие работы 58 ученых по разным направлениям. Физика, гидрофизика, биология, языкознание, фольклористика, история. Вестник Анна издается в 2 томах – гуманитарные и естественные науки. На страницах академических вестников материалы докторов наук, академиков, признанных мэтров соседствуют с работами аспирантов, которые представлены в журнале с научным сопровождением руководителей. Опубликованы в вестниках и статьи коллег из России, совместные материалы, при этом все они связаны с Абхазией. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 19 февраля в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем временами снег с дождем, местами туман. В горах и предгорьях снег. Температура воздуха ночью -3 +2, днем -1 +4. Температура морской воды +10. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а абхазское телевидение продолжает свою работу.